Вице-премьер правительства Ингушетии, постпред Алихан Сычоев в ходе встречи с главой Ингушетии доложил о развитии ситуации вокруг задержания ингушских студентов в общежитии Российского государственного геолого-разведочного университета. Накануне рано утром в общежитии вуза задержаны и доставлены в ОВД Обручевский и ОВД Зюзина 36 ингушских студентов. Сразу же было организовано тесное взаимодействие с ГУВД Москвы и руководством вуза для выяснения всех обстоятельств происшествия. Прошли встречи с руководством отдела внутренних дел, куда были доставлены наши студенты. Туда лично выезжали заместители постпреда. По информации, предоставленной в ГУВД Москвы, 15 декабря произошел инцидент с участием студентов из общежития, в том числе ингушской национальности. В результате один из студентов, таджик, житель Москвы, написал заявление в полицию, что студенты-ингуши в него стреляли из травматического оружия, сказал Сычоев. По его словам, до 9 вечера 17 декабря все студенты уже были отпущены. Вчера же уже состоялся разговор с ректоратом данного вуза, с которыми мы уже проговорили постоянные мероприятия, которые будут проводиться с этим вузом, в том числе и с проживающими в этом общежитии. Учащиеся в данном вузе, в этом общежитии проживают различных национальностей, в том числе и из ближнего зарубежья. Там возникают какие-то моменты нарушения дисциплинарного характера именно по месту проживания наших студентов. Это будет работа проводиться, далее будет проводиться уже с замначальника ГУВД Москвы проговорный вопрос проведения встреч с отделами Обручевским и Зюзинским для того, чтобы в постоянном режиме отслеживать вопросы нарушения нарушения общественного порядка именно нашими студентами. В данном вузе учатся 84 студента из Республики Ингушетия. Есть неплохие показатели в учебе, но и тоже есть те, которые отношение к учебе нужно изменить, если они хотят его, конечно, закончить, этот учебный цикл, и получить соответствующий диплом. Такая работа проведена, и далее уже по ситуации мы будем разбираться, естественно, докладывать как в письменной форме, так и в устной форме. Что нужно сделать? Во-первых, собрать наше студенческое сообщество, провести разбор по этому случаю, по этому вопросу. Но до того, как собрать, должны быть справки. И для того, чтобы здесь разбор провести, и для того, чтобы дома это все показать. Первое, это кто стрелял, кто инициатор конфликта, с нашей или с той стороны, неважно. И почему у студента находится травматическое оружие. И если факты подтверждаются, то по вот этим легким или тяжелым наркотикам разобраться. Второе. Всех студентов успеваемость и посещаемость. Основная проблема в этом. Кто больше всех в этих конфликтных ситуациях, в процентном соотношении, когда смотришь, тоже более 90% это те, кто не посещает занятия, не учится. И в последующем понятно, что свободного времени много, значит больше времени для баловства. Есть те, которые прикрываются, якобы занимаются усиленно спортом, учебу не посещают, но при этом никаких там спортивных достижений нет, ни в какую сборную не входит, и никаких поблажек ему для этого тоже не делают. Поэтому разберитесь с этим вопросом. И провести тщательное расследование этого случая. И, конечно, дать информацию в республику, и если наши виноваты, это все показать вместе, там же на месте встретиться дома с родственниками, родителями. Если не виноваты, то же самое это все показать, рассказать, но если не виноваты, защитить их во всех отношениях. Тоже на это обращаю внимание. Это не первый случай, если в этом вузе это первый случай, то в других вузах это не первый случай. Раньше их было чаще и больше. Сегодня это намного меньше, но тем не менее на это среагировать. Лично самому вместе с сенатором или депутатом, кто курирует это направление, встретиться с ректором, со всеми проговорить, сказать, что держится вопрос у меня на контроле, и узнать, какие еще подводные камни в этом вопросе есть.